Доброе утро, уважаемые телезрители! В эфире национальной вещательной компании «Саха» передача «Новый день». В последующие 60 минут вы узнаете много интересной и полезной информации. В студии работает Власий Сергеев. Ну и по традиции, в начале выпуска мы предлагаем вам обратиться к прогнозу погоды. Итак, сегодня, 30 ноября, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных улусах утром минус 18, минус 31. Днем ожидается минус 17, минус 32. Заречье минус 25, минус 38 утром. Днем ожидается минус 23, минус 36. Южные улусы. Утром минус 20, минус 21, днем минус 18, минус 19. Вилюйские улусы минус 20, минус 25 утром и минус 16, минус 23 днем. Нижнеленские улусы утром минус 26, минус 32, а днем минус 26, минус 30. Западные улусы минус 18, минус 21 утром и минус 17 и минус 20 днем. Колымо-Индигирские улусы утром минус 25, минус 32, днем минус 25, минус 32. Янские улусы минус 19, минус 31 утром и днем минус 15, минус 31. Северо-западные улусы утром минус 3, минус 18 и днем минус 5, минус 17 градусов. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 32 градуса. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 2,5 метров в секунду. Днем ожидается минус 26, минус 28 градусов. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы хотим передать слово нашим коллегам из информационной редакции, которые расскажут вам о главных событиях республики и страны на сегодняшний день. Эфир продолжает новостной блок. Новый день. Встречаем с новостями к этому часу. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Ограничения по коронавирусной инфекции в республике продлили до 15 января 2021 года. Это касается масочного режима, социального дистанцирования и дистанционной учебы в колледжах и вузах, сообщил глава Якутии С.Н. Николаев во время прямого эфира. Указ предписывает органам власти и местного самоуправления проводить новогодние праздники только в режиме онлайн. Корпоративы рекомендуется не проводить. Другой вопрос, если компания до 15 человек решит собраться в объекте общественного питания. Это не возбраняется, добавил глава. Также С.Н. Николаев во время прямого эфира в социальных сетях сообщил, что руководство региона заинтересовано в развитии программы газификации, и работа в этом направлении будет активно вестись. Основные планы газификации домохозяйств республики связаны с реализацией проектов по газопроводу «Сила Сибири». В рамках сотрудничества с «Газпромом» подписано соглашение о том, что 21 населенный пункт в Алданском, Алекминском, Ленском и Нерюнгринском районах будут газифицированы в ближайшие годы. Соглашение предполагает развитие газоснабжения и газификации региона до 2025 года. Объем финансирования составит около 9 миллиардов рублей. Число предметов на ОГЭ, которые будут сдавать выпускники 9 классов, могут сократить с 4 до 3. Об этом рассказал руководитель Роспотребнадзора, Рособорнадзора Анзор Музаев. Пока решение по экзаменам в 9 классах следующее. Не отменять экзамены, но уменьшить их количество до 3. 2 обязательных и 1 по выбору. Совместно с Роспотребнадзором решение дорабатывается. Ранее в ведомстве заявили о том, что итоговое собеседование в 9 классах может пройти в установленные сроки, но дистанционно с помощью информационно-коммуникационных технологий. Итоговое же сочинение в 11 классах из-за эпидобстановки уже перенесено на 5 апреля 2021 года. Перепись малого бизнеса в следующем году пройдет в России. Ее проведет Росстат. По имеющимся данным, 3/4 всех предприятий страны являются малым бизнесом. В Якутии порядка 11 тысяч малых и микропредприятий, 28 тысяч индивидуальных предпринимателей. Пройти перепись необходимо до 1 апреля следующего года. Сделать это возможно электронно, заполнив форму на портале Госуслуг, либо в системе веб-сбора Росстата. Отказ от участия влечет взыскание штрафа.
Экономическая перепись проводится в интересах бизнеса, государства и всего общества. Итоги дадут полную картину, в каком состоянии сейчас находится малый бизнес. И на основе полученной информации будут приниматься государственные решения и программы поддержки. Все полученные данные в обязательном порядке обезличиваются при обработке. Информация, которую мы собираем, будет использована только для формирования сводных итогов в целом по республике и муниципальным образованием. С сегодняшнего дня на канале НВК «Саха» стартует показ сериала «Жизнь – это жизнь». Режиссером картины выступила Лена Эверстова. Хронометраж составит 16 серий по 38 минут каждая. Сценарист картины Сардана Сивцева Дана Сарт ранее отличилась такими работами, как «Тайна одного лета» и «Когда наступит лето». Сюжет сериала повествует про бизнесмена, который держит в ежовых рукавицах всю свою родню. Во главе угла ставят сложные человеческие судьбы. На главные роли приглашены актеры Саха-театра, театра Олонхо и театра юного зрителя. В данное время творческая группа завершила основной монтаж картины. Напомним, НВК «Саха» в этом телесезоне планирует показать 4 сериала на якутском языке. На этом пока все. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Таковы главные новости к этому часу. Мы благодарим наших коллег и идем далее. Сейчас вашему вниманию мы хотим предложить нашу традиционную рубрику под названием «Гороскоп». О чем нам говорят звезды сегодня, узнаем в следующем материале. Овны. Ничего не откладывайте на потом. Первая половина дня – самая благоприятная его часть, так что постарайтесь провести ее максимально плодотворно. Во второй половине дня могут возникнуть финансовые проблемы, решить которые окажется сложнее, чем вы ожидали. Избегайте необдуманных расходов. Начало дня у тельцов будет удачным, но влияние позитивных тенденций не продлится долго, поэтому дела особенно важные не стоит откладывать на потом. Во второй половине дня будет заметно труднее сохранить спокойствие. Могут возникнуть разногласия даже с проверенными людьми. Близнецы должны быть готовы к напряженному дню. Вам сегодня трудно сохранять спокойствие. То и дело возникают поводы для волнений, вы многое принимаете близко к сердцу. Вероятны разногласия с близкими. Возможно, вам придется решать чужие проблемы. У раков легкий и благоприятный день. Звезды на вашей стороне. Этим можно воспользоваться для решения самых разных задач. Высока вероятность завершения дел, с которыми вы прежде не могли справиться. В этом могут помочь люди, которым вы когда-то оказали важные услуги. У львов утро будет удачным. Не теряйте время напрасно. Позже могут возникнуть проблемы в делах. Вероятны многочисленные задержки, из-за которых не удастся вовремя довести начатое до конца. Девы. В начале дня будет трудно сосредоточиться на чем-то и даже просто собраться с мыслями. Вы то и дело отвлекаетесь. Тратите время на пустые разговоры или споры, в которых так и рождается истина. Хорошо, если рядом будет человек, который возьмет на себя часть ваших забот. У весов начало дня будет сложным с точки зрения эмоций. Вы склонны к сентиментальности, многое принимаете близко к сердцу. Часто переживаете из-за того, на что в другое время не обратили бы внимания. Во вторую половину дня стоит сосредоточиться на делах, которые особенно важны для вас. У скорпионов день начинается беспокойно, но очень интересно. В первой его половине вероятны незапланированные поездки, неожиданные встречи. Будет шанс познакомиться с людьми, совсем не похожими на ваших друзей. Во вторую половину дня стоит отдохнуть и восстановить силы. Стрельцы. Суета и неразбериха начала дня не собьют вас с толку. Более того, события этого периода могут стать для вас источником вдохновения, натолкнуть на интересные мысли. Вторая половина дня пройдет спокойно. Можно вернуться к каким-то старым делам. Начало дня у козерогов будет гармоничным и плодотворным. Это время одинаково хорошо подходит и для того, чтобы завершить дела, начатые раньше, и для того, чтобы взяться за что-то новое. Во вторую половину дня не стоит совершать незапланированные покупки. Расходы могут оказаться напрасными. Водолеи. Постарайтесь избегать лишних переживаний и волнений в начале дня. Берегите себя и старайтесь не перегружать себя. Организм сегодня особенно уязвим. Лучше воздержаться от любых излишеств. Вечером не рекомендуется отправляться в долгие поездки.
У рыб все идет хорошо. В начале дня могут возникнуть какие-то неприятные моменты, но вы справитесь с ситуацией и сможете избежать серьезных проблем. Сегодня вам проще всего добиться успеха в делах, требующих творческого подхода и фантазии. Друзья, если даже звезды подготовили для вас испытания, постарайтесь сохранять спокойствие и приложить все усилия для того, чтобы добиться поставленных целей и задач. Ну что ж, друзья, сейчас мы хотим предложить вам подборку интересных, может быть, даже забавных новостей. Итак, давайте начнем. Врачи назвали продукты, помогающие защититься от коронавируса. По словам экспертов, улучшить защитные свойства организма помогут комплекс витаминов А, С, Д, Е, В6 и В12, а также фолаты, цинк, железо, медь и селен. Для того, чтобы восполнить потребности организма в витамине А, врачи посоветовали употреблять зеленые овощи, морковь, дыню, а также тыкву и сладкий картофель. Требуемый организму витамин Е содержится в орехах, шпинате и подсолнечном масле, а витамин С в брокколи, сладком перце, брюссельской капусте и цитрусовых продуктах. Запасы витамина D эксперт посоветовала восполнять с помощью БАДов, так как он содержится в небольшом количестве продуктов. Специалисты вместе с этим не рекомендуют закупаться витаминами и употреблять их без назначения врачей, потому что люди зачастую не знают, какой витамин в их организме в избытке. Если переусердствовать, это может привести к гипервитаминозу. Японские эксперты озвучили себестоимость нового iPhone 12. По итогам подсчетов аналитики пришли к выводу, что настоящая цена смартфона, если учитывать только компоненты, составляет $373 США, то есть порядка 28 тысяч рублей. Для производителя самой дорогой частью гаджета оказалась OLED-матрица. Ее стоимость составляет $70. Далее идет чипсет Apple A14 Bionic стоимостью $40. Затем флеш-память производства Samsung за $19. Фотосенсоры Sony оцениваются от $5,5 до $7,5. Отмечается, что смартфон iPhone 12 Pro обходится производителю в $406. Это в рублях чуть более 30 тысяч. Кстати, это на $33 дороже базовой версии гаджета. Остальную же сумму составляют затраты на разработку, маркетинг, рекламу и логистику. Продажи новых айфонов, напомним, стартовали в России 23 октября. Базовая версия iPhone 12 стоит 79 990 рублей, а за iPhone 12 Pro придется заплатить 99 990 рублей. Фоновая заставка телефона может влиять на настроение, так как человек видит ее множество раз за день. Продолжаем тему гаджетов. Вот такое заявление интересное сделала психолог Александра Березович. По ее словам, фон следует выбирать как картину для интерьера. Особое внимание стоит уделить цветовой гамме заставки. Специалист считает, что желтый цвет по большей части ассоциируется с чем-то радостным. Поэтому, если вам хочется какой-то внутренней теплоты, то такой оттенок будет давать вам ощущение поддержки. Вместе с тем она подчеркнула, что холодные оттенки будут производить эффект внутренней прохлады и подойдут тем, кому нужен перерыв в активном периоде жизни. Специалист отметила, что правильно подобранная заставка поможет в достижении цели. Например, если установить фотографию места, куда хочется попасть, идея отложится в голове и будет подталкивать к действиям. Так что, друзья, подбираем правильные фоновые картинки. А сейчас мы уйдем на короткую рекламную паузу, после которой вернемся в эфир и продолжим наш выпуск. Оставайтесь с нами. 30 декабря в прямом эфире НВК «Саха» состоится розыгрыш призов республиканского проекта 10 автомобилей Toyota, 15 земельных участков в Якутске и другие ценные призы. Сертификаты от магазина «Мотомир», участвующие в розыгрыше, вышли в продажу в районах республики и в Якутске. Пришло время платить налоги? Не теряйте время в очередях. Скачайте приложение «Налоги ФМ».
проверьте в личном кабинете перечень имущества и уплатите налоги из дома. Срок уплаты имущественных налогов не позднее 1 декабря. Новый год – праздник волшебства и сказки. Наши товары создадут праздничную атмосферу. Волшебство приходит вместе с Азбука. После короткой рекламной паузы с вами вновь передача «Новый день». Мы работаем в прямом эфире. Сегодня, 30 ноября, в республике отмечается День хомуса. Этот якутский национальный инструмент в Якутии любят все, и стар, и млад. Сейчас же мы предлагаем вашему вниманию сюжет о хомусе глазами ребенка. У меня в руках якутский национальный музыкальный инструмент хомус. Каждый из нас брал его в руки и пытался извлечь звуки. Мне это дается тяжело, но я очень стараюсь. У этого инструмента очень интересная музыкальная судьба. Хомус – инструмент широко распространенный по всему миру, и он обладает способностью петь голосом живой природы. Якутский хомус отличается характерным плотным звуком, изготовляется из стали. Большие размеры язычка позволяют добиваться длительных нот, громкого, отличимого от любого органа других народов звука, управляемого практически всеми полостями тела. В нашей республике хомус был и остается основным музыкальным и духовным инструментом, а традиция его изготовления передавалась из поколения в поколение, не прерываясь с давних времен. В Якутске существует единственный в мире музей хомуса, который был открыт в 1990 году. В нем собрана уникальная коллекция этого музыкального инструмента 55 народов мира. Играть на хомусе очень сложно, но возможно. Когда-то наши предки через его голос разговаривали, выражали свои мысли и желания. Надеюсь, когда-нибудь у меня получится, чего я вам и желаю. Ну что ж, послушали волшебное звучание хомуса, и я думаю, что вы все, дорогие телезрители, уже догадались, что первая тема сегодняшнего эфира будет посвящена Дню хомуса. О том, какие мероприятия на сегодня у нас запланированы и как же будет отмечаться этот день, нам расскажет ученый-секретарь музея и Центра хомуса народов мира Эркин Алексеев. Он сейчас с нами на прямой связи. Эркин, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, поздравляем вас с этим праздником и, пожалуйста, расскажите нам, какие же мероприятия запланированы на сегодняшний день. Да, спасибо. Буквально вчера прошла презентация книги, которая посвящена Николаю Спиридоновичу Шишигину, предыдущему директору нашего музея. Эта книга вышла в издательстве «Бищик» в рамках серии «Имя гордится Якутия». А сегодня у нас будут всего 2 мероприятия, и, к сожалению, в связи с ситуацией все они будут в онлайн-режиме. В 3 часа дня пройдет торжественное заседание, где будут отмечены лучшие из мира хомуса, будут награждения, будут поздравительные слова от министра культуры и других лиц. А также вечером в 10 часов на канале НВК Саха будет концерт, который также будет как в формате видеоконцерт, посвященный Дню хомуса, соответственно. Ну да, конечно, в этот день, да, конечно же, мы не можем не обойтись, да, вот без волшебного звучания нашего инструмента. Ну что ж, я предлагаю вам поговорить об истории этого праздника. Если не ошибаюсь, он отмечается с 2011 года. Да, все верно. В 2011 году, как, наверное, многие помнят, в нашем городе прошел международный конгресс, посвященный хомусу. Он был 7-й по счету. Это было очень большое крупное мероприятие, и в резолюцию этого конгресса включили назначить празднование Дня хомуса именно 30 ноября, в день создания музея хомуса. Вот. Эта резолюция в том числе была направлена
президенту нашей республики Егору Борисову. И в соответствии с этой резолюцией Егор Борисов издал указ о этом дне. С тех пор, с 2011 года, наша республика отмечает День Хамуса Республики Саха-Якутия. Да, ну что ж, действительно замечательный праздник, уже 9-й год, получается, отмечаем. Вот мы знаем то, что нынешний праздник, да, он приурочен к 30-летию со дня вот основания музея Хамуса. Расскажите нам, пожалуйста, вот как же ведется работа музея в период пандемии и что сейчас, собственно, можно увидеть, посетив музей? Да, все верно. В этом году уже исполняется 30 лет нашему музею. И в связи с пандемией существуют определенные, конечно, ограничения, мы их всех соблюдаем, но тем не менее музей работает, продолжает свою работу, музей можно посетить, но не более 5 человек одновременно. И если есть, например, какие-то группы, которые хотят посетить с экскурсией, это нужно, конечно же, заранее записываться на подобную экскурсию. Но, тем не менее, музей можно посетить с понедельника по субботу. Мы совершенно открыты. Вот. Кроме того, конечно, кроме работы с посетителями, мы ведем работу по многим другим направлениям. Вся эта работа ведется в полном объеме. Фондовая работа, научно-исследовательская работа и работа с мастерами. Конкурсы в онлайн-режимах у нас проходят буквально вот тоже в связи с 30-летием прошел очередной ежегодный конкурс «Джурюгю Хамугум». Там приняло участие 130 коллективов и солистов из разных уголков нашей республики, например. Угу. Ну, действительно, нет, наверное, такой сферы, да, которая не затронула пандемия коронавируса, но тем не менее, музей продолжает работать, проводятся конкурсы, мастер-классы и обучение. Хотелось бы, кстати, вот поинтересоваться, да, у вас, вот говорим мы о музее, вот сколько же всего вот экспонатов вот, имеется в музее, вот, насколько велика вот коллекция? Да, общий фонд нашего музея составляет более 9000 экспонатов. Конечно, туда, кроме хамусов, органов, включается множество других предметов. Это и письменные источники фотографий, и другие инструменты и так далее. Хамусов всего же разных народов мира. У нас более 57 народов представлено. На сегодняшний день уже более 1800. Ну, то есть, действительно, впечатляющие цифры, вот, просто громадная коллекция и представленная со всех уголков мира. Эркин, я знаю то, что у вас сейчас в руках имеется хамус. Да, да, и, конечно же, мы не можем, да, вот, не попросить вас в этот праздник, День Хамуса, что-нибудь нам сыграть. Вот, пожалуйста, нам какую-нибудь коротенькую композицию расскажите, вот, что это за композиция. Да, пожалуйста. Я сыграю для вас в традиционном стиле, который называется «Свет Орды». Это вот специфический жанр хамусной музыки, который свойственен именно для нашего народа. И «Свет Орды» переводится как «протяжная игра». И это такая медитативная, очень плавная, мелодичная музыка. Угу. Да, ну что ж, Эркин, большое спасибо. Зарядились волшебным звучанием хамуса. Мы еще раз поздравляем вас с этим замечательным праздником. Желаем вам успехов в дальнейшей работе и хорошего вам дня. Ну что ж, друзья, ну а мы идем далее. Сейчас хотим предложить вашему вниманию творчество учащихся учеников школы номер 12 города Якутска. Вот, молодые люди в рамках фестиваля «Зима» начинается с Якутии, который сейчас идет во всю свою силу, подготовили видеоролик, в котором повествуют о якутской зиме. Давайте посмотрим.
работы и долгой зимы. Там, говорят, зима начинается с Якутии. Потому что доктор Балдер сценарий печатный до почтага. Якутия является полюсом холода. Здесь проживает повелитель холода Чисхан. И в такой холод необходима теплая одежда. Подштанники, двойные носочки, кофта, ватные штаны, перчатки, поверх перчаток варежки, пуховая куртка, меховая шапка, шарф, обувь из оленей шкуры. Мы их называем унтами. Ну все, ребята, теперь можно выйти на улицу. В краю, где зима длится почти полгода, лед – основной источник питьевой воды. Поэтому в первой половине ноября заготавливаются запасы кетов. За 1 час можно набрать полтонны льда. Также искусные мастера превращают лед разных животных и разных персонажей. Еще можно с друзьями скатиться на ледяной горке. Пора согреться и съесть чего-нибудь вкусненького. Мясо жеребятины – это источник силы и энергии, а еще мы едим их сырыми. Это очень вкусно и полезно. А это свежезамороженная рыба чир. А это замороженный керчах, натуральное якутское мороженое. Налетайте, ребята! Наша небольшая путешествие по Якутии. Обратите ваше внимание и помните, зима начинается с Якутии! Такой вот замечательный сюжет. Вот так выглядит якутская зима глазами юных жителей нашей республики. Ну что ж, мы хотели бы сейчас вернуться еще раз к теме хомуса, ведь сегодня у нас все-таки отмечается день этого национального инструмента. Как вы все прекрасно знаете, хомус, он прославился на весь мир, и сейчас вы посмотрите материал, в котором люди будут играть для вас с разных уголков мира. Давайте посмотрим. Финляндия сүріттен ити истин әғапты хомус күнінен. Мақтал. Хоту Норвегия сүріттен күнді хомус үйөріләқ күнінен әғапты. Нөрөнлөргү Швецияттан болдун. Жүрүлүер комуз күнүнөн ити истин агарды. Күндүз саха сырынчына эхейтini барагытын комуз күннен итедик снег агардалибин. Күндүз саха сырынчына комуз күннен Новой Зеландияттан агарды. Tokyo'dan humus gününden ağırdeliyim.
Остра. Эхитни Гонконг хораттан Хомус күнүнен агарталибин. Савадика. Хомус күнүнен. Апынака. Хомус күнінен Непалтан ити истин әғарды. Уй, айдам, Мексикаттан. Лынкынас тыскынан ырыларын ыллыктар, қомқынас ырығынан қоғанларын қоллатар. Биеги сақабыт қомға андайдыға атырар. Қомыс күнінен Канадаттан ити истин әғарда. Далбар хотун. Сахачақтарын маанылах, ымылах, өрі тударыт күнде ада. Далбар хотун эдерген кыз оғыттун, эрге сүттер кемче кейіттен, оғытун түйігер көтөк бүтиеттен, сенен сыллы ребеттен, үйнен сайдан тақсар. Ах, суруттар далбар хотун сурналы. Да, көтөк бүт. Бүгін бияғы ылжытты каналары білсе, арын солын кім дені? Гриша. Алексей. Тугынан жараттан аны, Гриша? Я официант Kiwi Catering. Красиво накрываю на стол. Подаю вкусные блюда. Кысын так обсетардем. Тугамит бизнесмен и ножжаны кырардем. Па ден. Па. Красавчик. Подайте заявку на технологическое присоединение к электросетям онлайн без очередей через сервис «Личный кабинет Якутскэнерго». Кликните на вкладку «Заявки на технологическое присоединение», заполните пустующие поля, отправьте заявку и получите оформленные документы через личный кабинет. Оцените преимущества удаленного способа подачи заявок. Быстро, просто, безопасно. Мы заботимся о вас и ваших близких. Якутскэнерго. Еще раз доброе утро, дорогие друзья. Эфир продолжает новый день. Сейчас мы хотим передать слово нашим коллегам из информационного отдела, который расскажет вам о главных событиях республики и страны к этому часу. Эфир продолжает новостной блок. Новый день, встречаем с новостями к этому часу. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Ограничения по коронавирусной инфекции в республике продлили до 15 января 2021 года. Это касается масочного режима, социального дистанцирования и дистанционной учебы в колледжах и вузах, сообщил глава Якутии С. Николаев во время прямого эфира. Указ предписывает органам власти и местного самоуправления проводить новогодние праздники только в режиме онлайн. Корпоративы рекомендуется не проводить. Другой вопрос, если компания до 15 человек решит собраться в объекте общественного питания. Это не возбраняется, добавил глава.
Также Айсан Николаев во время прямого эфира в социальных сетях сообщил, что руководство региона заинтересовано в развитии программы газификации, и работа в этом направлении будет активно вестись. Основные планы газификации домохозяйств республики связаны с реализацией проектов по газопроводу «Сила Сибири». В рамках сотрудничества с «Газпромом» подписано соглашение о том, что 21 населенный пункт в Алданском, Алекминском, Ленском и Нерюнгринском районах будут газифицированы в ближайшие годы. Соглашение предполагает развитие газоснабжения и газификации региона до 2025 года. Объем финансирования составит около 9 миллиардов рублей. Число предметов на ОГЭ, которые будут сдавать выпускники 9 классов, могут сократить с 4 до 3. Об этом рассказал руководитель Роспотребнадзора, Рособорнадзора Анзор Музаев. Пока решение по экзаменам в 9 классах следующее. Не отменять экзамены, но уменьшить их количество до 3. 2 обязательных и 1 по выбору. Совместно с Роспотребнадзором решение дорабатывается. Ранее в ведомстве заявили о том, что итоговое собеседование в 9 классах может пройти в установленные сроки, но дистанционно с помощью информационно-коммуникационных технологий. Итоговое же сочинение в 11 классах из-за эпидобстановки уже перенесено на 5 апреля 2021 года. Перепись малого бизнеса в следующем году пройдет в России. Ее проведет Росстат. По имеющимся данным, 3/4 всех предприятий страны являются малым бизнесом. В Якутии порядка 11 тысяч малых и микропредприятий, 28 тысяч индивидуальных предпринимателей. Пройти перепись необходимо до 1 апреля следующего года. Сделать это возможно электронно, заполнив форму на портале госуслуг, либо в системе веб-сбора Росстата. Отказ от участия влечет взыскание штрафа. Экономическая перепись проводится в интересах бизнеса, государства и всего общества. Итоги дадут полную картину, в каком состоянии сейчас находится малый бизнес. И на основе полученной информации будут приниматься государственные решения и программы поддержки. Все полученные данные в обязательном порядке обезличиваются при обработке. Информация, которую мы собираем, будет использована только для формирования сводных итогов в целом по республике и муниципальным образованием. С сегодняшнего дня на канале НВК «Саха» стартует показ сериала «Жизнь – это жизнь». Режиссером картины выступила Лена Эверстова. Хронометраж составит 16 серий по 38 минут каждая. Сценарист картины Сардана Сивцева Дана Сарт ранее отличилась такими работами, как «Тайна одного лета» и «Когда наступит лето». Сюжет сериала повествует про бизнесмена, который держит в ежовых рукавицах всю свою родню. Во главе угла ставят сложные человеческие судьбы. На главные роли приглашены актеры Саха-театра, театра Олонхо и театра юного зрителя. В данное время творческая группа завершила основной монтаж картины. Напомним, НВК «Саха» в этом телесезоне планирует показать 4 сериала на якутском языке. На этом пока все. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Таковы новости к этому часу. Мы благодарим наших коллег и надеемся, что сегодняшний день запомнится вам исключительно положительными и хорошими событиями. Ну что ж, мы уже сегодня сказали то, что сегодня день Хамуса, да, но что касается вчерашнего дня, то вчера отмечался во всем мире День матери. И мы надеемся, что вы поздравили своих матерей, порадовали их теплыми словами и подарками. Ну а в следующем сюжете мы покажем, как ветераны боевых действий, которые работают в детском подростковом центре, в честь этого праздника прочитали стихотворение. Давайте посмотрим. Сегодня от лица ветеранов локальных войн, таких как Афганистан, Чечня, Сирия и ветеранов МВД, мы хотим поздравить наших мам с их праздником. Пускай ты не сражалась на войне, но я хочу сказать без колебания, что кровь детей, пролитая в огне, с родителем, с сынами наравне, дает навечно воинское звание. Ведь нам, в ту пору молодым бойцам, ведь, может, до конца не снилось. Как трудно было из-за нас, отцам, и что в сердцах у матерей творилось. И лишь теперь, мне кажется, родная, когда мой сын по возрасту солдат, я, как и ты, десятки лет назад, все обостренным сердцем принимаю. И хоть сегодня ни одно окно от дьявольских разрывов не трясется. Но за детей тревога все равно во все века, наверное, остается. И скажем прямо, для чего лукавить? Что в бедах и лишениях грозовых 100-крат нам легче было бы за них под все невзгоды голову подставить.
Да только не в труде и не на войне сыновья в перестраховке не нуждались. Когда орлят носили на спине, наверное, в кур они бы превращались. Я тебя за то благодарю, что ты меня сгибаться не учил. Что с детских лет не тлею, а горю, и что тогда в нелегкую зарю сама в поход меня благословила. И долго-долго очередь сплошного грома Все виделось не в дальнем далеке, как ты платком не машешь у райкома. До боли вдруг, сутулившись знакомо, с забытыми гвоздиками в руке. Да, лишь когда я сам уже отец, я до конца, наверное, понимаю тот героизм родительских сердец. Когда они под бурей и свинец своих детей в дорогу провожают. Но ты поверь, в час беды и грома я сына у дверей не удержу. И знаю я, ни тяготы, ни воины не запугают парня моего. Ему ты верь и будь всегда спокойна. Все, что горело в нас, светло, достойно. Когда-то в сердце вспыхнет у него. И пусть судьба, как лист календаря, у каждого когда-то обрывается. Дожди бывают на земле не зря. Пылает зелень, буйствует моря, и жизнь, как песня, вечно продолжается. Для вас стихотворение прочитали ветераны боевых действий, которые работают в детском подростковом центре. Мы поздравляем всех матерей с прошедшим Днем Матери. Желаем всего наилучшего. Ну а сейчас мы хотели бы перейти к нашей следующей теме. Сейчас в Якутии вовсю идет республиканский конкурс под названием «Таланты Якутии». Это конкурс, нацеленный на то, чтобы выявить способных якутян, которые могут предложить перспективные варианты развития республики. И сейчас мы имеем счастливую возможность поговорить с одной из участниц этого конкурса. С нами сейчас на прямой связи учитель русского языка и литературы Хаирской среднеобразовательной школы имени Василия Ивановича Барабанского Алена Готовцева. Алена, доброе утро. С добрым утром. Алена... С добрым утром, республика. Отлично вас слышим. Ну, если говорить об этом конкурсе, мы знаем то, что вы сейчас уже успешно прошли 2 первых этапа. И знаем то, что первые 2 этапа они заключались в тестировании. И вообще, как сейчас оцениваете предварительную стадию и что вас ждет в 3-м этапе? Этот конкурс дает уникальный дистанционные возможности, и по итогам первых-вторых этапов, например, я получила профессиональную оценку своих компетенций и рекомендации специалистов по их развитию. И если даже я не пройду дальше, то выйду из этого конкурса лучшей версией самой себя. А в 3-м этапе мы должны представить на суд комиссии видеопрезентацию. Видеопрезентацию. То есть тестирование мы прошли уже успешно. И, как вы уже сказали, если даже не пройдете, то уже многое для себя получили, да, вот на настоящий момент. Ну что ж, хорошо. А как вообще возникла вот идея принять участие в этом конкурсе? Да, сначала я увидела рассылку в мессенджере WhatsApp, заинтересовалась, просмотрела, но ничего не предприняла. Потом уже просмотрела группу, которую создали в Инстаграме. «Я талант 2020», и уже тогда серьезно задумалась об участии, зашла через госуслуги, зарегистрировалась и отправила анкету. И вот уже 2 этапа позади, жду результаты 3-го этапа. Ну, как мы знаем, вот «Таланты Якутии» — это конкурс, который проводится вот именно на базе игры «Министр», да, которую все мы прекрасно знаем. Вот хотелось бы у вас поинтересоваться. Вот мы знаем то, что в этом конкурсе «Таланты Якутии», да, принимают люди из разных сфер, вот разных возрастов. Вот есть подгруппы по возрастам. Вот, и хотелось бы поинтересоваться у вас, какой же проект вы представили и какую идею хотите предложить на этом конкурсе? Да. Я сама росла на севере, в Булунском районе, сейчас живу в Бустьянском районе и не понаслышке знаю о сложностях, с которыми сталкивается молодежь на севере. И именно и все-таки важно понимать, что в первую очередь Арктика — это люди, это молодежь активная, инициативная и талантливая. Но, к сожалению, большая часть молодого населения уезжает в поисках лучших условий для жизни, и, в принципе, их можно понять. В связи с этим
по моему мнению, разработка специальной программы по поддержке молодежи, проживающей в арктической зоне. В рамках этой программы могли бы быть представлены следующие виды поддержки. Это, во-первых, подъемные выплаты для всех молодых людей, приезжающих в арктическую зону, в первую очередь для тех, кто возвращается после университета. Во-вторых, доступное жилье, естественно. И в-третьих, организация единой площадки для обмена опытом, где молодежь, знающая, понимающая, живущая в Арктике, могли бы делиться своим опытом. Угу. Ну что ж, как я понимаю, да, проект нацелен на то, чтобы вот поддерживать, да, талантливую молодежь из арктических зон, да, нашей республики. Вот как я знаю, то, что вы сейчас находитесь вот в селе Хаир Устьянского района, и сегодня, может, даже вот после эфира пойдете вот работать. Да, вот расскажите, вот у нас остается совсем мало времени, почему вы выбрали именно работу учителя? Ну, с самого детства я любила очень читать. Библиотека в прямом буквальном смысле была моим вторым домом, и это послужило тому, что я поступила на филологический факультет Северо-Восточного федерального университета. И в 2015 году по программе я приехала работать именно в село Хаир Устьянского района, полностью отработала свой договор и осталась дальше. Ну что ж, учитель действительно благородная профессия. Спасибо большое, что вышли с нами на связь. Мы желаем вам удачи в вашем выступлении на этом конкурсе. Желаем вам хорошего дня. Ну что ж, друзья, сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу, после которой вернемся в эфир и будем подводить итоги очень интересного конкурса под названием «Мой личный дракон». Так что, друзья, оставайтесь с нами. Новый год – праздник волшебства и сказки. Наши товары создадут праздничную атмосферу. Волшебство приходит вместе с Азбука. Далбар хотун. Сахачахтарын манлах, ымылах, өрө тударыт күндүада. Далбар хотун эдерген кысоғыттон, эрге сүттер кемче кейіттен, оғытун түйігер көтөх бүтиеттен, сенин сыллы ребәттен, үйнен сайдан тақсар. Ах, суруттар далбар хотун суруналы. Подайте заявку на технологическое присоединение к электросетям онлайн без очередей через сервис «Личный кабинет Якутскэнерго». Кликните на вкладку «Заявки на технологическое присоединение», заполните пустующие поля, отправьте заявку и получите оформленные документы через личный кабинет. Оцените преимущества удаленного способа подачи заявок. Быстро, просто, безопасно. Мы заботимся о вас и ваших близких. Якутскэнерго. Пришло время платить налоги? Не теряйте время в очередях. Скачайте приложение «Налоги ФМ». Проверьте в личном кабинете перечень имущества и уплатите налоги из дома. Срок уплаты имущественных налогов не позднее 1 декабря. Друзья, с вами вновь передача «Новый день». Мы работаем в прямом эфире. Перед тем, как уйти на рекламную паузу, мы уже анонсировали о том, что будем говорить об итогах республиканского арт-конкурса под названием «Мой личный дракон». А перед участниками этого конкурса стояла задача изобразить дракона, ну как они это видят, вот, максимально при этом воплотив в нем образ духа огня из эпоса Олонхо. Согласитесь, очень интересные условия, задачи стояли перед участниками. Ну и итоги мы обсудим с сотрудником Музея музыки и фольклора Якутии, одним из организаторов данного конкурса, Туярой Габышевой. Доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, говорим мы об этом конкурсе. Очень действительно интересное, да, вот задание стояло перед участниками. А как вообще возникла вот идея проведения вот именно такого конкурса? Ну, сейчас, надеюсь, многие уже знают о межнациональном исследовательском проекте «Мой личный дракон. Динозавры вечной мерзлоты». И у руководителя проекта Милы Кудряшовой и ее творческой команды возникла идея узнать вообще, как
жители Республики Саха-Якутия представляют именно вот якутского дракона. И эта идея как раз-таки передали нам, Музею музыки и фольклора. И мы, как тоже одни из партнеров этого проекта, создали такой конкурс и провели, и уже успешно закончили. Ну и знаем то, что на днях будут подведены итоги, да, приглашены победители, призеры, им будут вручены призы. И это состоится, кстати, в рамках премьеры фильма под названием «Мой личный дракон». Вдвойне интересное мероприятие, согласитесь. А вот сколько же всего было представлено работ и над чем работали участники? Например, создается представление, изображение дракона на графике, на полотне. Вот об этом, пожалуйста. География нашего проекта нас вообще очень удивила, потому что, как ранее было заявлено, именно республиканский арт-конкурс, но нам поступили заявки не только со всей Республики Саха-Якутия, но и из студии Дарвиновского музея, который находится в городе Москва, и также Житковской средней общеобразовательной школы, которая также находится в Ленинградской области. И, то есть наш конкурс уже приобрел такой всероссийский размах. И большинство работ были представлены, свыше 150 работ мы приняли. И по двум направлениям: это изобразительное искусство, живопись, графика, и также CG, то есть компьютерная графика. И данные работы, главная цель этих работ — это современное мифотворчество. То есть миф — это один из жанров фольклора. И вот именно то, что на территории Республики Саха-Якутия нашли динозавра, который как раз-таки является таким прообразом драконов. И именно образ якутского дракона составить главная цель была конкурса. Ну сейчас, я думаю, телезрители вместе с нами имеют возможность посмотреть на работу конкурсантов. Действительно, каждый видит дракона по-своему, да? А какие условия были, ограничения, может, какие-то были? Ограничений? Или полная свобода действий? Никаких не было. Полная свобода действий. Главное — это раскрыть тематику. И наши уважаемые члены жюри в составе Георгия Николаевича Решетникова, это член Союза дизайнеров России, член Союза художников России, преподаватель Арктического государственного института искусств и культуры, также Гаврилев Кирилл Петрович, директор Якутского художественного училища колледжа имени Романова, тоже заслуженный деятель Республики Саха-Якутия, также член Союза художников России, и Христофорова Наталья Алексеевна, заведующая картинной галереей имени академика Осипова, член Союза художников России. Рассматривали все работы по 8 разным критериям, то есть 10-бальной шкале. И самое главное — это набрать 80 баллов. Да, ну что ж, у нас сейчас на прямой связи с нами, кстати, победительница этого конкурса под названием «Мой личный дракон». Ее зовут Илона Васильева, и она сейчас должна с нами выйти на прямую связь. Да, мы вас видим. Илона, доброе утро. Здравствуйте. Сейчас я попрошу наших коллег показать вашу работу. Мы, конечно же, должны ее увидеть. И, собственно, расскажите, пожалуйста, Илона, буквально пару слов, как вы работали над своим проектом и чем вдохновлялись? По правде говоря, я много раз изменяла дизайн дракона, но идея была в том, чтобы некоторые части тела были так, как у оленя, а остальные, как у дракона. Угу. Ну и какие у вас эмоции, впечатления от участия в этом конкурсе, конечно, от победы? Это позитивные. Угу. Мы, собственно, видим вашу работу, действительно, на студии, на телевизоре пока мы видим, да? Очень красиво. Ну что ж, Илона, большое вам спасибо, что вышли с нами на связь. Поздравляем вас с этим успехом и дальнейших творческих побед. Видели мы работу, да, Илоны? Ну что ж, большое и вам тоже спасибо, Туяра, то, что пришли к нам в студию и рассказали об этом замечательном конкурсе, поговорили мы с участницей. Мы желаем вам также дальнейших творческих успехов и, конечно, надеемся, что вы нас еще порадуете тоже замечательными конкурсами на другие темы. Ну а мы, дорогие телезрители, на этом прощаемся с вами, желаем вам
хорошего дня. Напоминаем, что сегодня у нас день хомуса, так что при возможности сыграйте на нем и порадуйте себя и своих близких. Ну что ж, еще раз желаю вам хорошего дня. Ну а эфир продолжат мои коллеги из Сангакун. Оставайтесь с нами. Якутия – это территория великого и непостижимого пространства. Эта первозданная земля влечет человека своими пейзажами и поразительной красотой суровой северной природы. Главным богатством нашей республики являются реки. Это настоящие сокровищницы, затаившие в своих водах многообразие рыб. Федеральный закон о любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации вступил в силу с 1 января 2020 года. Новая трактовка закона регулирует организацию любительского и спортивного рыболовства. Суть закона состоит в том, что рыболовство осуществляется на водных объектах общего пользования гражданами Российской Федерации свободно и бесплатно. На территории Республики Саха-Якутия суточная норма вылова регламентируется правилами рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. На территории республики для каждой группы районов установлена своя суточная норма. Также с 1 января 2020 года в силу вступили правила учета рыболовных сетей и их обязательной поштучной маркировки, которые осуществляют территориальные органы Федерального агентства по рыболовству. Учету подлежат все сетные орудия, используемые для любительского рыболовства в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Запрещается добыча водных биоресурсов с применением сетных орудий добычи в водных объектах рыбохозяйственного значения, за исключением добычи на рыболовных участках, предоставляемых для организации любительского лова, на участках водных объектов, указанных в приложении номер 3 правил рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна и на изолированных Карасевых озерах, не имеющих гидрологической связи с рекой и не предоставленных под рыболовные участки. Вне рыболовных участков запрещается применение сетных орудий. Разрешены только крючковые снасти, спиннинги летние и зимние удочки, закидушки и так далее с общим количеством крючков не более 10 штук у гражданина. С полным списком разрешенных орудий можно ознакомиться в правилах. Реки влияют на все сферы человеческой жизни. Вокруг них история и культура народов республики. В наших силах сберечь реки и их обитателей.